Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Отказавшись налить водку, два брата из Оленёкского района избили до смерти своих собутыльников. Оба получили длительные сроки в колонии строгого режима. Как сообщает прокуратура, в мае этого года братья распивали алкоголь. Один из них отказался налить водку собутыльнику, из-за чего возник конфликт. Началась драка, братья так избили потерпевшего, что он через некоторое время скончался на месте происшествия. Лежащий на диване четвертый участник событий высказал свое неудовольствие происходившему. Тогда один из братьев подошел к лежащему и начал его избивать. Тот также скончался на месте. Суд приговорил братьев к 10 и 12 годам. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Пожарные Верхоянского района потушили пожар в здании вертолетного ремонтного цеха в поселке Батагай. Как сообщили в Государственной противопожарной службе, огонь вспыхнул накануне около 7 вечера на улице Речная. К моменту прибытия пожарного подразделения замечен открытый огонь на площади 20 квадратных метров. В результате пожара огнем повреждены потолочные перекрытия и кровля на площади 30 квадратных метров. Предположительная причина возгорания устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники. В Мирнинском районе из муниципальных квартир выгнали знакомых и родственников бывшего главы. Прокуратура города Удачный выявила факты незаконного предоставления бывшим главой муниципального образования поселок Айхал своему знакомому муниципальной квартиры по договору социального найма. При этом лицо, которому предоставлено жилье, на учете нуждающихся в улучшении жилых условий не состояло, малоимущим в установленном законном порядке не признано. Кроме того, выявлен факт незаконного предоставления им муниципальной квартиры своей родственнице. В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на муниципалитет обязанности расторгнуть вышеназванные договора. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора. В настоящее время на основании вступивших в законную силу решений суда незаконно заключенные договора расторгнуты. И еще одна новость из Мирнинского района. В Удачном следственные органы направлены материалы по неоказанию помощи женщине в преклонном возрасте. Как сообщили в прокуратуре, бабушку отправили домой вместо госпитализации. Впоследствии она попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Санитарной авиацией женщина была переправлена в Мирнинскую ЦРБ, где ей оказана медицинская помощь. Врача и фельдшера Удачненской больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. Дело находится на контроле прокуратуры города Удачный. Кроме того, решается вопрос направления материалов проверки в следственный орган для процессуальной проверки. К федеральной повестке и вновь на медицинскую тему. В Омске руководитель компании по утилизации отходов подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Как сообщает региональный следственный комитет, 30-летний подозреваемый заключил контракты с десятком местных больниц. Он должен был собирать, вывозить и обезвреживать медицинские отходы, которые носят класс опасности «Б». Отмечу, что медицинские отходы класса «Б» – это опасные отработки, могут быть инфицированы. К ним относят остатки, контактировавшие с биожидкостями и кровью, пищевые отработки инфекционных отделений, органика, оставшаяся после операции, лабораторный мусор 3-й и 4-й групп патогенности. Однако тут они просто сжигались в мусорках или вываливались на полигон. При этом эпидемиологически опасные отходы работники предприятия собирали без спецодежды. Расследование продолжается. Кстати, открыто. Тут же пищевые отходы, да, лежат? Да, тут же пищевые, тут же все в кучу. Дмитрий Грачев, житель Подмосковья, отрубивший кисти рук своей жене, признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, рассказывает Алена Островская. 14 лет строгого режима получил Дмитрий Грачев, человек из ревности, отрубивший кисти рук своей жене. Серпуховской городской суд признал жителя Подмосковья виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также похищении и угрозе убийством. Пострадавшая, 25-летняя Маргарита Грачева, находилась в суде. По данным следствия, в декабре 2017-го Грачев связал и вывез в лес супругу и мать его двоих детей, которая хотела с ним расстаться. Он топором отрубил ей обе кисти, а затем сам привез в больницу. Врачи спасли женщине левую руку. Вместо правой пришлось установить бионический протез.
Грачев признал себя виновным лишь в причинении тяжкого вреда здоровью. Его защита заявила о намерении подавать апелляцию. Грачева не скрывала радость от решения суда, однако изменить уже содеянное это не сможет. Никакой приговор не вернет рук, никакой срок, и у меня теперь жить с этим всю жизнь. По словам Грачевой, не последнюю роль в случившемся сыграло отношение участкового. Полицейский просто проигнорировал ее сообщение о том, что муж угрожал ей убийством. Просто от участкового не было никаких действий, и это дало эффект, что халатно отнеслись, и он не боялся ничего. Грачева рассказала Рейтер, что большой срок, назначенный ее уже бывшему мужу, дает хоть какую-то защиту. А он после того, что сделал, угрожал и мне, и детям, поэтому я боюсь сейчас хоть как-то это защищать меня, но при этом все равно я не знаю, что будет в будущем, когда он выйдет. Маргарита Грачева сетует на то, что российское законодательство в отношении домашнего насилия нуждается в серьезной доработке. Год назад вступил в силу закон о декриминализации побоев в семье, совершенных впервые. Однако примеры жестокости, говорит Грачева, встречаются повсеместно. Но пока дело не доходит до статьи о причинении тяжкого вреда здоровью, слова пострадавших мало кто воспринимает всерьез. Вернемся в Якутию. В столице республики отметили 30-летие со дня образования подразделений по борьбе с организованной преступностью. На улице Семена Данилова был открыт монумент памяти сотрудников, стоявших на передовых рубежах борьбы с организованной преступностью. Он стал символом мужественности, твердости духа, верности долгу, прочности связи между прошлым и настоящим поколением сотрудников. Сегодня на базе службы функционирует подразделение по борьбе с экстремизмом и государственной защите. Очень приятно видеть, насколько сильна память и тесное взаимодействие людей, которые хоть когда-то прикасались к этому нелегкому труду, противодействию преступности, которая в 90-е годы захлестнула буквально всю страну. И вот сегодня у нас юбилей, 30 лет со дня образования подразделений по борьбе с организованной преступностью. История, она достаточно яркая и ступенчатая. Да? Вот мы знаем, что в 1988 году первое подразделение такое, 6-е управление было создано в МВД СССР. В 1993 году РОП был создан, да, региональное управление по борьбе с организованной преступностью, которые, собственно говоря, и стали основным костяком, которые позволили, по сути говоря, сохранить государственность нашей страны. В то время, в 90-е, когда был разгул бандитизма, рэкета, преступности, когда неизвестно, будет ли Россия вообще как таковая. На этом пока все. Хороших выходных без чрезвычайных происшествий и берегите себя.